Здравствуйте, я Асылова Лейля Мелсовна, старший научный сотрудник Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Тема у нас посвящена символическим особенностям казахских серебряных колец из фондов музея-заповедника. Издревле в культуре любого народа символике украшений уделяли особое значение. По украшениям можно было определить конкретную этническую, родоплеменную принадлежность, социальное положение, пол, возраст, а также событийные действия, связанные с определенным предметом. Символика круга считалась верхом совершенства, символом бесконечности и поэтому символом высшей власти. И поэтому благодаря круглой форме кольца были связаны с различными ритуалами. Казахи верили в магическую и очистительную силу колец. Каждая женщина должна была носить кольцо или перстень. В противном случае пища, приготовленная ею, будет считаться нечистой. У казахов по этому поводу существует поговорка «Тамак адал болушин, холда жүзүк болу керек». Чтобы пища была чистой, на руках должен быть перстень. Историк Ирина Ерофеева считает, что большую семантическую нагрузку несли казахские кольца. Согласно письменным источникам прошлых веков, по очертаниям перстней печати можно узнать сословие, которому принадлежал хозяин печати. Так, каплевидная форма была характерна для правящей элиты. Святое сословие кожан носило перстни печати круглой формы. Старшины и батыры – овальные, грушевидные и квадратные. Среди казахских серебряных колец выделяются кусмурын-жүзүк – перстни в виде птичьего клюва. Изображение птиц было распространено в оформлении изделий прикладного искусства. Птица олицетворяла собой силы добра, символизировала свободу, счастье. Перстень костомсук носили молодые незамужние девушки и подростки. Форма перстня напоминала птичий клюв, отсюда его название. В некоторых регионах такой перстень надевали на палец девушки перед тем, как отправить ее в семью будущего мужа. Перстень в виде птичьего клюва часто дарил отец дочери с пожеланием не потерять собственную свободу в браке, занять достойное место в доме свекра, быть уважаемой и любимой в новой семье. Если с самого начала невестку принимают хорошо в новом доме, то вскоре она отправит своим родителям кусмурын-жүзүк обратно, как приятную весть, что с ней все хорошо. Если же близкий не получает кольцо обратно, значит не так хорошо живется их дочери в новом доме. 6 колец кусмурын-жүзүк представлены в музейной коллекции, 2 кольца относятся к восточно-казахстанскому региону, одно из них с позолотой. Кольцо с ажурной верхней частью представляет регион Западного Казахстана. К этому типу украшений относится кольцо, верхняя пластина которого украшена тройной рамкой из ткани и зерни, нижняя пластина фестончиками из витой ткани по краям. Единственное в коллекции кольцо птичий клюв с наперстком из Южного Казахстана. Состоит из 2 частей – кольца и наперстка, соединенных цепочкой. Кольцо состоит из профилированной шинки и верхушки в виде птичьего клюва. Лицевая верхняя пластина кольца в виде резного листика, наперсток в виде кольца с шинкой и круглым щитком. Кудагый-жүзүк – перстень свати, дарила свате свекрови дочери за покровительство и доброе отношение к невестке. Перстни свати с 2 шинками, рассчитанные на 2 пальца, символизировали единение 2 начал, 2 семей. Подобные перстни дарила мать невесты матери жениха в знак слияния 2 родов и в надежде на благосклонное отношение к своей дочери. В коллекции музея имеются такие кольца. Одно из них относится к восточно-казахстанскому региону с овальным щитком, декорированным узорами в виде солнца, луны и рака. На некоторых ювелирных украшениях можно встретить изображение ящерицы, рака. Подобные изображения считались оберегами. Существовало мнение, что темные силы, джинны, девы могли предстать в образе змеи, ящерицы или другого в основном неприятного существа. Люди верили, что при встрече со своими изображениями они не причиняли вреда человеку.
Другое массивное кольцо с двумя шинками относится к региону западного Казахстана. Соединенные шинки кольца обозначают соединение двух сердец. Лицевая сторона украшена двумя овальными и двумя треугольными пластинами, примыкающими друг к другу. Центральные части пластин украшены вставками коричневого цвета, имитирующими сердолик. Формы вставок повторяют формы пластинок. Овальные вставки заключены в рамки, украшенные зернью, треугольные обрамлены витой тканью. Перстни свати с двумя шинками получили распространение на западе Казахстана. От формы колец происходило их название. Например, кольцо с верхушкой, напоминающей юрту, отау-жизук. Отау – юрта для молодоженов, жизук – перстень. Такие перстни были распространены по всему Казахстану. Касты таких колец могли быть в виде спирального или зернистого конуса. Такое кольцо надевали на палец невесты, которая должна была продолжить род своего жениха. 2 экземпляра такого типа колец имеются в музейной коллекции. Одно из них состоит из широкой пластинчатой шинки и пирамидальной верхушки. Верхушка в виде четырехгранной пирамидки из зерней. Кольцо представляет регион западного Казахстана. Второе кольцо предположительно из южного Казахстана, хотя подобные перстни могли быть и на юго-западе Казахстана. Оно состоит из широкой пластинчатой шинки и полусферической верхушки. В самом центре верхушка украшена крупной зернью в виде цветка. Кольцо с верхушкой в виде ромбика из Таврического района Восточно-Казахстанской области оформлено обильной зернью. Фигуры в виде ромба часто использовались в декорировании ювелирных изделий у казахов. У многих народов ромб, особенно зернью, являлся символом плодородия. Часто ювелирные изделия инкрустировались камнями. Камни в казахских украшениях именуются словом тас – камень или көз – глаз. Подобное сравнение не случайно. Вставные камни осмысливались как всевидящее, стерегущее око, наделялись чудодейственной силой. У всех восточных народов камни наделялись удивительными свойствами. Так, например, считали, что бирюза укрепляет сердце, устраняет страх, дает победу над врагами. Существовало мнение, что жемчуг лечит бельмо, янтарь лечит зоб, бирюза приносит счастье. Особой популярностью пользовался сердолик, который считался камнем благоденствия и радости. В музейной коллекции имеются кольца с сердоликом. Например, кольцо из Уланского района Восточно-Казахстанской области. Центральная часть круглого щитка украшена вставкой из камня коричневого цвета в форме четырехугольника с изогнутыми сторонами. Свободное пространство вокруг вставки украшено пересекающимися линиями, образующими мелкие ромбики. Боковая лента щитка у основания украшена витой тканью по окружности. Солярная символика часто использовалась в декоре ювелирных украшений в виде кругов или крестовидных узоров. Даже символ шаңрака, кругового навершия юрты, крест в круге, знак вечного движения в природе солнца, символ эволюции, развития жизни. В этом виде интерес представляют 2 парных кольца с верхушками в форме креста из села Шаульдыр Южно-Казахстанской области. Шинки круглые в сечении, касты имеют форму креста, на 4 концах которого узор из 3 зерен. В середине диск заполненный эмалью красного цвета. Центр обозначен точкой. На основании музейной коллекции казахских женских колец можно сделать предположение, что семантическая расшифровка казахских колец связана с определенными этапами жизни, с определенными событиями в жизни человека. И символика украшений определяется прежде всего формой предметов. Благодарю за внимание.